Всем салам алейкум, с вами я, Парвиз Рузиев, основатель проекта Нори Паназиатская. Нори Паназиатская — это монопродукт, мы изготавливаем суши и роллы для вас и ваших родных. В честь 1 года деятельности нашего проекта я хочу вам рассказать про историю, как мы открыли проект, как вообще мы начинали, что способствовало тому, что мы стали такими успешными. История создания проекта началась примерно 2-3 года назад, когда я познакомился с предпринимателем Бахромом Абдурахмоновым. Мы систематизировали, автоматизировали его бизнес, Гелос, и часто общались с ним. Выходя на обед, мы кушали вкусную еду, и я очень часто советовал ему смешивать, например, одну еду с специями, другие блюда с другими блюдами, и это очень ему нравилось. Через какое-то время Бахром познакомил меня со своим близким другом и товарищем Мухтором. Акай Мухтор оказался тоже очень душевный человек, и через какое-то очень короткое время мы стали все вместе дружить, общаться и даже поехали путешествовать все вместе на Украину. Мы поехали в Трусковецк, там тоже очень много кушали, пробовали разные вкусности. И мои товарищи, мои друзья, они очень часто делали замечания о том, что у меня хорошо получается смешивать специи, смешивать блюда. Поднялся вопрос о том, что мне нужно открывать свое заведение. Уже пора. Я это не принимал вообще всерьез. И как-то раз мы зашли в чебуречную, и чебуречная принадлежала таджику, то есть в городе Трусковец. Владелец чебуречной был наш земляк, он готовил очень вкусные чебуреки, и мои товарищи снова подняли тему того, что мне что-то нужно открывать в Душанбе, и настояли на том, что это были чебуреки. Приехав на родину, этот разговор немножко ушел на второй план. И как ни странно, в моей жизни появился человек, мой старый знакомый Алишер, который предложил мне открыть суши и роллы на доставку. Мне вначале эта идея показалась очень странной, потому что в городе Душанбе не такое большое потребление суши-ролл. Но потом, посчитав математику, подумав, что почему бы и нет, если продавать в день суши и роллы на 1500 сомонов, 150 сомонов отдавать повару, платить 100-200 сомонов за аренду, то можно зарабатывать минимум $100 с учетом минуса всех налогов и всех других регуляторных сборов. Это был очень интересный момент в моей жизни. Меня сократили с компании T-Cell, я ушел, не понимал вообще, чем мне заниматься. У меня уже на тот момент был бизнес по систематизации, автоматизации бизнесов, более 30 ресторанов на подключении. Но мне все равно хотелось заняться чем-то таким, что принесет мне хорошие дивиденды. Я пошел в банк. Я решил вложить все эти деньги, все деньги, которые у меня были, и открыть суши и роллы. В этот момент мне помогли вот эти вот мои два друга. Я приходил к ним, я уже не смеялся, я был на полном серьезе, рассказывал им, что мы можем сделать такой бизнес, как открыть суши и роллы. Глобальная для меня проблема — это нужно было найти место, где это все открыть. Мы прочесали весь город, были в разных подвалах, где мы только не были. Все результаты были тщетны, и мы не смогли ничего найти. Я прошел в очередной раз на встречу со своими друзьями, мы вкусно кушали, и я рассказал им о том, что я готов вложить деньги, я готов открыть бизнес. В этот момент Акай Мухтор напомнил Акай Бахрому, за что я ему очень благодарен, что у Аки Бахрома есть гостиница «Ругат». И в гостинице «Ругат», скорее всего, найдется 10 квадратов места, чтобы мы запустили там проект. Это был мой первый бизнес, в который я вложил все абсолютно свои ресурсы, все свои деньги и стартанул. Мы пришли на это место, согласовали место с поваром, спросили, насколько ему комфортно будет работать на этих 10 квадратах. Он сказал, что на первое время это идеальное место. Построили кухню, разместили туда оборудование. И оборудование, как ни странно, мы купили бэушное на сайте Авито. Примерно около месяца-полтора мы ждали, пока эти старые холодильники придут. Я, как бывший опытный дизайнер, сел за компьютер и стал рисовать логотип первый раз в жизни для себя, для своего бизнеса
такого хариканского бизнеса. У меня ничего не получалось. Вначале мы долго думали, кстати, по поводу названия. Были такие предложения, как васаби. Кто-то говорил, давайте назовем чупча, то есть палочки. Я осознал, что есть такая водоросль, которая используется в сушах и роллах, которая называется нори. И на тот момент, когда я понял, что название нори, оно хорошо к нам подходит, но скорее всего очень много таких компаний, которые именно так назвали свой продукт, я зашел в интернет, прогуглил, действительно так и было. А в наушниках у меня играла такая популярная казахская группа, как Ирина Кайратовна. Я подумал, а почему бы нашей нори не присвоить отчество? А так как мы планировали запустить проект суши и роллы, то отчество само за себя просилось, и это отчество было Паназиатское. И мы придумали проект Нори Паназиатская. Концепция такова, что это девушка с таким вот прекрасным отчеством, как Паназиатская. Все совпало, все сошлось, мы стали рисовать логотип. Конечно же, как и любые, наверное, дизайнеры, которые рисуют логотип для суши ролл, мы использовали 3 самых популярных цвета. Это красный, белый и черный. И нарисовав логотип в этом триколоре, я понял, что это не мое. То есть мне хотелось что-то яркого, что-то красивого. Я постоянно у всех своих друзей спрашивал, как вам название. Многим людям не нравилось это название. Люди не понимали, что такое нори. Но в итоге нейминг мы оставили, а цвета я стал использовать максимально яркие. То есть мы используем в основном это желтый цвет, это фиолетовый цвет, зеленый, красный, с набросками, с логотипом уже каким-то примерным. Мы понимали, что времени остается очень мало, а нам нужен, во-первых, брендинг, во-вторых, пакеты, наклейки. Подошли мы к этому проекту очень серьезно, очень много перекопали чего в интернете, сделали большое исследование, поняли, как нужно вообще брендировать этот бренд, посмотрели, что делают конкуренты на рынке, поняли, что если мы красиво упакуем этот бренд, то людям это сразу понравится. Конечно же, мы не прогадали, вы сами это прекрасно знаете. Мы поехали в Ташкент, так как в Душанбе на тот момент не было ни одной компании, которые могли бы нам быстренько помочь. Приехав в Ташкент, мы долго не думая, начали искать компании, ходить по компаниям, которые занимаются типографией, которые занимаются печатью на пакетах, склеиванием пакетов и так далее. Придя в одну компанию, ребята очень сильно нам помогли, рассказали, что это такое, как вообще пакеты делаются. И мы прям там сели и буквально за 30 минут нарисовали пакет, нарисовали все наклейки, согласовали, как это будет выглядеть на посуде. Все так быстро совпало, слава богу, да. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Бога за то, что проект Нори, он прям вот с самого первого дня очень легко строился. Все находилось, все получалось. В Ташкенте, пробыв 3 дня, мы заказали все, что могли, и упаковку, и наклейки, и пакеты, и так далее. Приехав в Душанбе, понимая, что пакеты и наклейки будут готовиться еще как минимум месяц, мы использовали обычные белые пакеты, проведя дегустацию, где я очень сильно переживал и нервничал. Дегустация — это отдельная история. На момент, когда мы заказывали продукцию для дегустации, я находился в Ташкенте, дал полный карт-бланш нашему повару, который написал закуп в Москву. Мне поступил звонок, человек, который закупал нам рыбу, он говорит: с вас $2500. Вот тогда я немножко присел. Я думаю, нифига себе, как это так, как вообще может закуп, да? Столько лет я работал в ресторанной индустрии, таких закупов я никогда в жизни не видел и не слышал. Закуп оказался на $2500. Это немножко меня тряхануло, потому что я потратил уже все деньги абсолютно. И здесь же мне на помощь пришел мой друг Акай Багром, который согласился быстренько закрыть этот чек. По приезду мы закрыли расходы с Акай Багромом. Мы позвали всех своих друзей, людей, которые разбираются в еде, в сушах и роллах, на дегустацию. И слава богу, всем очень сильно понравилось. Это был прям вот камень преткновения. Мы осознали и поняли то, что все, мы можем
мы можем запускаться. Меню мы разрабатывали следующим способом. Пока мы путешествовали, пока мы думали, пока мы что-то заказывали, мы делали глобальное исследование. Мы остановились на 4 мировых конкурентах, взяли лучшее, что у них есть по меню. Создали меню, проработали. Алишер сделал прекрасные роллы, всем очень понравилось, и мы стартовали наш проект. Мы были очень заряжены, собрали небольшую команду сотрудников с моей первой компании и стартовали проект. Я был 100% уверен в себе, потому что понимал, как работает диджитал, понимал, как работает контент-маркетинг. Мы в первый же день наторговали на 1500 суммуни, и нашему счастью не было предела. Прошло какое-то время, мы уже не смогли принимать заказы. Нам звонили, жаловались, говорили, почему вы не принимаете заказы. Но наш capacity, наша емкость, да, на 10 квадратов нам этого не позволяла. Был всего лишь один повар Алишер, который в прямом смысле слова зашивался на кухне. На колл-центре была Нажибат. Руслан занимался административными делами и закупом, а я, соответственно, создавал контент, ну и делал рекламу в Инстаграме. В таком темпе мы проработали примерно 2 недели. И ровно через 2 недели у нас случился огромнейший коллапс. Мне позвонил Алишер и сообщил мне о том, что его родственник при смерти и что ему срочно нужно уезжать. Я был разбит. Я думал, что это фиаско и это позор. Мы только начали, я очень сильно переживал, я не понимал, как Алишер, будучи моим партнером, может покинуть этот проект и уехать на 3 дня. Нам пришлось бы просто закрыться на 3 дня и не работать, и это был бы полный провал, потому что люди уже стали заказывать у нас, стали нас любить, и очень сильно бы расстроились, если бы мы закрылись даже на 3 дня. Алишер, будучи единственным поваром в нашем проекте, никак не мог остаться в Душанбе, ему нужно было срочно уезжать. Он не определил никаких сроков, сказал, что вот на днях я уеду. С этого момента мы стали активно искать еще одного сушиста, для того, чтобы он хотя бы на время, на 3 дня перенял какие-то навыки у Алишера и, соответственно, заменил Алишера на это время. И мы находим повара Умеда. Это отдельная интересная история про этого человека. Он выходит на работу, и буквально через сутки или 2 Алишер звонит мне в 12 часов ночи и сообщает о том, что он завтра уезжает. Я человек на тот момент, который не разбирается, что такое суши, что такое роллы. Я просто делаю маркетинг, фотографирую то, что вижу, выкладываю, пишу какие-то там тексты и так далее. И я был разбит. Мы с Алишером разговаривали примерно 3-4 часа до 4 утра, и я его просто просил и умолял, чтобы он хотя бы не уезжал рано утром, пришел пораньше и до 12 часов мне рассказал, как проходит процесс приготовления. Все это время я был настолько уверен в Алишере, что я даже не вникал в эти процессы, занимался только своей работой и не лез в кухонные дела Алишера. Алишер приезжает в часов 10, буквально за 40 минут рассказывает, проходится по каждому роллу, рассказывается, какой ролл есть какой жареный, какой опаленный, какой запеченный, как он это все делает. За 40 минут мы стараемся понять, что такое вообще суши и роллы. И, соответственно, мы начинаем с нашим новым поваром Умедом делать суши и роллы. Проходит 1 день. Алишер нам пишет, что он доехал до Ташкента, у него все хорошо. Проходит 2 день, проходит 3 день. На 4-й день Алишер исчезает. Мы пытаемся связаться с ним, чтобы он нас проконсультировал, спросить его, чтобы он рассказал, как он делает определенные роллы, но от Алишера не было никаких новостей. И Умед, повар, остался 1 на 1 с кухней и 1 на 1000 клиентов. Человек зашивался, работал каждый день, у нас был активный поиск. Я ездил абсолютно по разным заведениям, искал сушистов, уговаривал, просил прийти к нам на работу, работать с нами. Мне все отказывали, говорили, кто вы вообще, что за нори, что за вообще странное название. Не очень хочется работать в каком-то проекте, тем более, который не имеет посадочные места. Я предлагал абсолютно разную зарплату. Зарплату предлагал в 2 раза больше рыночной, но абсолютно везде мне отказывали. Тем временем Умед работал. Умед понимал, что он единственный незаменимый.
качал права, не выходил на работу. Это очень сильно влияло на мое настроение, на настроение команды. Команда всячески меня поддерживала. Наш текущий директор проекта на тот момент занимался и доставками, и закупом, и следил за какими-то административными делами. Курьера вообще не было. И я занимался и курьером был, и закупщиком работал. Короче, все, можно сказать, должности на мне были. Мы справлялись как могли, доставляли на моей машине. При этом Умед мог просто с утра позвонить и сказать: я не выйду на работу. Постоянно просил увеличения зарплаты. Это был для нас огромный и большой стресс. Мы не отчаивались, писали объявления на сайтах Somon.tg, делали объявления у нас на странице в Инстаграме, заманивали как могли сушистов и поваров. И один прекрасный день приходят сразу два повара. Это Шахром и Мехроб. وقتی که من کارخانه آمدم بسیار آدما باور نمیکردن که همین کارخانه پیشرفت میشد. مقصد وقتی که من کارخانه آمدم در کارخانه یک پاور بود، به حد کاراش وضعی بود. مقصد زکات بسیار بود. وقتی که من در اینستاگرام ویدیو تماشا میکردم، یکی در اونجا ویدیوی نوری رو دیدم که در دوشنبه سوشی رولی نو گشوده شده است و من با آنها نوشتم مرا به کار قبول میکنید؟ و آنها با من پیشنهاد دادن که بله شما رو به کار دعوت میکنیم و من این طور شد که من به نوری آمدم و در آنجا کار و فعالیت خودم رو شروع کردم. وقتی که من به نوری آمدم من اونقدر تجربه کاری هم بسیار نبود و در نوری هر یک روز هر یک هفته و من درس دادم اقصد. Эти два повара до сих пор работают у нас в команде. Эти ребята пришли с минимальным опытом, стали работать вместе с Умедом. Пришел еще один повар, их стало 4. И буквально через пару дней Умед в очередной раз отказывается выходить на работу. И в этот раз это был, наверное, финальный. Я Умеда, если честно, очень понимаю, потому что он реально зашился, он реально выгорел на этой работе, потому что работал практически без выходных. За ним ушел еще один повар, остались на кухне Мехроб и Шахром. Эти два повара сделали на самом деле очень многое для кухни. Мы работали, я сам стоял на упаковке, Руслан стоял, наш директор, на упаковке. Мы внедрялись каждый день в проект, мы получали негативные отзывы. Я помню, как сейчас мы шли по коридору гостиницы, и я уже был настолько уставший, что я Руслану говорю: Руслан, слушай, мы автоматизаторы, мы айтишники, мы диджитологи. Может быть, нам не стоит вообще заниматься этим проектом. Я каждый день приходил к своим друзьям, жаловался, рассказывал им о проблемах. Они большие молодцы, они меня поддерживали, говорили, что всегда на старте сложно, ты только попробуй, ты продолжай, не сдавайся. Один из моих близких друзей — это Фарин Шеринджанов, бывший управляющий директор кафе Сагафреда. Он поддерживал меня больше всего, ругал меня, критиковал постоянно. И в один из таких дней, когда мы сидели и общались, придумывали какие-то разные концептуальные идеи для бизнеса суши и роллы, начали говорить о каком-то дне определенном, который будет для всех жителей города Душанбе решающим днем для заказа суши-ролл. И назвали этот день День суши и роллы. Традиционно принято каждую пятницу дома готовить плов, у кого-то в четверг, у кого-то в пятницу, то также можно сделать и придумать такую акцию, такой день, когда люди каждое воскресенье будут собираться и заказывать роллы. И мы назвали этот день День суши и роллы. Первые, наверное, 3 или 4 месяца для нас это казалось что-то невозможное, невообразимое, потому что мы давали 4-й ролл абсолютно бесплатно и старались сделать так, чтобы 4-м роллом был не самый дешевый ролл, а наоборот самый качественный и самый дорогой. Очень убыточная акция. При маржинальной стоимости ролл 30%, вы понимаете, что мы отдавали 4-й ролл, это где-то 25%. Если считать математически, то воскресный день был для нас 3 месяца убыточным. То есть мы просто выживали как могли. Мой самый трудный день — это, наверное, первое воскресенье. После того, как я устроилась на работу, вот самое первое воскресенье. Потому что у нас по воскресеньям идет акция, и, конечно же,
заказов очень много в этот день. Нужно не только принимать заказы, потому что раньше я была не просто оператором, мы всем занимались, вот с моей сменщицей, подружкой. Мы были и операторами, мы были и кассирами, мы и работали с курьерами. У нас было очень много обязанностей, и я просто не успевала. И нам нужно было не только принимать заказы, но также выходить на улицу, передавать пакеты курьерам, записывать просто на руке ручкой, какому курьеру мы передали заказ. Это было очень сложно, и вот в день было где-то около 100 заказов, наверное. Постоянно нужно было выходить с рабочего места на улицу, и так просто несколько раз подряд. Мегроб и Шагром продолжали работать, продолжали учиться. Я стал за этот период разбираться больше в сушах и роллах. Сам лично методом тыка варил сушизу, это специальный соус для риса. Пытался у знакомых, у друзей спрашивать, как вообще этот рис должен отвариваться, сколько воды нужно добавлять, сколько риса и так далее. Мы пытались, мы пробовали. Спасибо большое нашим заказчикам за то, что они поддерживали нас, за то, что они принимали нас такими, какие мы есть, за то, что они терпели, за то, что они получали по факту не самый лучший продукт, который мы могли сделать. Мы постоянно улучшали рецепты нашего меню, присматривались, сколько количества рыбы у конкурентов, сколько мы можем добавить рыбы, улучшались, и как вы видите, сегодня Нори Паназиатская — это один из самых популярных ресторанных проектов города Душанбе. Нори Паназиатская сегодня — это популярный, классный проект, который любят очень много жителей города Душанбе. Мы постоянно привлекаем международных экспертов, мы постоянно советуемся с людьми в других городах и странах, таких как Москва, Дубай, Алматы, по рецептуре, по качеству. Стараемся завозить в Душанбе самый лучший рис, использовать самый лучший соус, приправу для риса. Сделали офигенный, крутой брендинг. Очень много заказчиков обратили на это внимание, сказали нам большое за это спасибо. У нас очень много акций. Основная миссия проекта и основные 3 ценности проекта — это клиент, это наши сотрудники и это наши партнеры. Мы не забываем никогда о недовольном клиенте, мы обязательно ему перезваниваем, мы общаемся с ним, мы пытаемся выяснить, что ему понравилось, а что ему не понравилось. Доходим до очень конструктивной, объективной беседы с клиентом. Приглашаем, если нужно, посмотреть, как это все готовится у нас. Стараемся очень сильно придерживаться максимально высоких стандартов качества. На настоящий момент у нас работают уже более профессиональные повара. Мегроб и Шагром до сих пор с нами. Это наша гордость. Это люди, которые пришли практически в самом начале и до сих пор они топят, до сих пор они работают вместе с нами. Я хочу отметить приход еще одного повара в нам в команду, это Бахридин. Бахридин пришел, наверное, через месяц или полтора после того, как Мегроб и Шагром уже работали у нас на кухне. И Бахридин сейчас на нашей кухне — это один из ключевых кадров. Это человек, который пришел, который тоже научился, который стал воспитанником нашего проекта и сейчас показывает самые лучшие результаты. Команда поваров — это уникальные люди, которые не испугались, люди, которые стали лучше день за днем. На настоящий момент я считаю, что наша команда из 3 поваров ключевых — это лучшие сушисты города Душанбе. Какое-то время спустя, сделав очень хороший качественный продукт, понимая, что у нас качественный, офигенный маркетинг, мы стали интересоваться, а кто же на самом деле наши клиенты. И как-то я пришел домой, и моя племянница, она очень сильно просила меня, чтобы я ей принес суши и роллы Нори. Я удивился и подумал, разве дети тоже едят суши и роллы? И меня озарила та мысль, что действительно в лососе очень много полезных свойств. Эти полезные вещества должны употреблять дети. И мы немножко поменяли концепцию и стали больше ориентированы на детей города Душанбе. Мы поменяли немножко нашу миссию, добавили туда задачу делать так, чтобы дети, употребляя наши суши и роллы, получали максимум витаминов и минералов. Так как в Душанбе не водится лосось, а лосось — это очень полезная рыба, и очень много жителей города Душанбе
они постоянно покупают рыбий жир в таблетках, какие-то витамины пьют, омега-3 и так далее. Мы осознали, что зачем человеку, зачем жителю города Душанбе пить какие-то витамины или какие-то таблетки вообще в целом. Он может употреблять лосось, получать необходимые минералы и полезные свойства. Сегодня Нори ориентируется на ваших детей. Мы придерживаемся всех норм Санпина для того, чтобы рыба была максимально свежая, максимально вкусная, максимально полезная. Это очень важно, потому что мы знаем, что дети очень любят роллы и употребляют рыбу в больших количествах. Паназиатская кухня полна своих сюрпризов, полна всяких интересных моментов, и мы буквально каждый день учимся чему-то новому. Мы комбинируем вкусы, мы комбинируем рыбу, мы стараемся создавать какие-то более необычные новые роллы. Мы уже разработали офигенное меню, абсолютно новое меню, благодаря нашему международному консультанту Алексею. Это меню мы будем запускать уже совсем скоро. Сейчас Нори Паназиатская – это проект паназиатской кухни. Плюс мы недавно запустили кондитерку. Планируем развиваться, открывать 3-ю, 4-ю точку уже в скором будущем. Более того, весь проект прописывается под франшизу. То есть наша максимальная точка, наша цель – это сделать так, чтобы в мире появился первый гастрономический франшизный проект. У нас уже есть несколько интересных предложений в такие города, как Доха, Дубай, Алматы, Москва и Ташкент. Я постоянно путешествую и ищу офигенные, интересные продукты для наших ролл. И в каждом городе, в котором я рассказываю о нашем проекте, в каждом городе, где я показываю, как расписываются процессы, как вообще упаковывается сам проект, да, Нори Паназиатская, очень много людей прям сразу цепляются и очень хотят, чтобы данный проект открыли у них в городах. Люди готовы финансировать, но мы пока не закроем и не покроем город Душанбе, мы никуда не сдвинемся. Буквально вчера прилетел мой друг с Армении и очень сильно просил и настаивал открыть данный проект в Ереване. Это достижение нашей команды. Я хочу пару слов рассказать о команде. Это наш директор Руслан. Это человек, который никогда не говорит нет. Это человек, который отговорил меня закрывать этот проект и просто подождать до утра. Благодаря этому человеку мы постоянно идем вперед. Важно понимать, что Руслан до того, как возглавить проект Нори Паназиатская, был просто айтишником, то есть человек, который чинил компьютеры, занимался компьютерной сетью и так далее. Сейчас это, наверное, топ-менеджер в ресторанной индустрии. Он знает абсолютно все о проекте. В действительности нам очень повезло с командой, потому что сразу же после активного развития проекта к нам в команду присоединилась Шахзода. Это потомственный во втором поколении оператор, который просто перевернула индустрию гастрономии с точки зрения колл-центра. Это человек, который активно делал продажи, это человек, который быстро выучил меню, это человек, который создал индустрию колл-центра в ресторанах. И благодаря ей проект получил свою особую изюминку. Вообще, мне кажется, что Парвиз — это не наш руководитель. У меня такое чувство, что это наш такой очень-очень строгий отец. Он также понимающий. Бывало, что он ругает нас, но ругает он строго по делу, объективно все говорит. Он очень классный стратег, он-то очень умный человек, это, наверное, один из умных людей, которых я вообще встречала за всю свою жизнь. Сейчас Шахзода наш топ-менеджер, сейчас Шахзода возглавляет колл-центр, возглавляет фронт-офис и делает офигенные результаты. А девочке всего лишь 20 лет. Если сравнить Шахзоду до Нори и Шахзоду во время Нори, то это совершенно два разных человека. Этому я очень благодарна нашей компании, и Нори для меня это как мой второй дом. Поэтому сейчас вспомнилась фраза «Найди себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни». Чуть позже Шахзоды в нам проект пришла Тахмина. Первые дни казалось, что Тахмина вообще не справляется. Я просто не знал, как сообщить ей о том, что
что она нам не подходит. Но буквально спустя несколько дней Тахмина стала проявлять себя, и сегодня Тахмина это незаменимый сотрудник. Это очень позитивный человек. Это человек, который дарит позитивное настроение практически каждому сотруднику, профессионально делает свою работу, и мы вообще не видим проект без Тахмины. В начале, когда я только устроилась на работу, у меня было очень много таких вот моментов, можно сказать, некрасивых по отношению к клиентам, потому что они, например, заказывали какой-то ролл, я не знала хорошо меню, и могла пробить вместо ролла, который они заказывают, абсолютно другой, или по ошибке, или просто по невнимательности. Мне было очень неловко из-за этого. Потом нужно будет обязательно звонить клиенту, извиняться, просить прощения, отправлять тот самый ролл, который нужен был. Буквально недавно нам проект вернулась Najibad. Это наш первый оператор колл-центра. Я о ней рассказывал чуть-чуть ранее. Человек пришел переосознанный, человек пришел с новыми силами, с новым настроением, поверил, спустя какое-то время поверил и пересмотрел проект Нори Паназиатская совсем по-другому. И теперь Najibad это так же, как и Тахмина, и как Шахзода, наш незаменимый сотрудник. Молодец. Коллектив понимающий, в принципе, не было такого, что были какие-то крупные конфликты. Не будем все это так радужно закрывать. Да, бывают какие-то недопонимания там со стороны поваров, либо менеджеров, либо операторов, но это возникает, когда прям очень сильная загрузка на кухню, на нас, на операторов, и поэтому возникают конфликты, этого не избежать. Все мы люди, все мы со своими тараканами в голове, но это все быстро исчерпывается, и дальше, и больше одного дня это не продолжается. У нас очень много тимбилдингов, поэтому мы классно друг к другу относимся, и все дружим между собой. У нас вообще офигенная команда, офигенные люди. Я очень сильно благодарен Богу, что постоянно в проект попадают хорошие люди, а плохие люди, которые, тем не менее, исполняя свою какую-то миссию в проекте, приходят и покидают этот проект. Сегодня Нори Паназиатская это мощная команда. Команда это наш основной актив. Это люди, которые делают свою работу просто прекрасно. Они слушаются, они учатся, они развиваются. Несмотря на жизнь, несмотря на какие-то трудности, они регулярно приходят на работу и развивают наш проект в лучшую сторону. Также я хочу отметить вклад нашего сотрудника, который также с самого начала бок о бок вместе с нами борется за то, чтобы Нори Паназиатская стал популярным проектом не только в Душанбе, но и по всему миру. Это наш бухгалтер Хуснидин. Молодой парень, очень амбициозный, очень старательный, трудяга, человек, который ведет нашу бухгалтерию, человек, который считает склады, который контролирует всю бэк-офисную часть. То спасибо отдельно Хуснидину за то, что он является частью нашей команды. Я очень благодарен каждому нашему заказчику, я очень благодарен каждому нашему сотруднику и нашим партнерам. Нори Паназиатская это вы, ребята, это люди, которые любят проект, это люди, которые развиваются вместе с проектом, это люди, которые развивают проект. Благодаря каждому из вас уже совсем скоро Нори покроет весь город Душанбе, Нори выйдет на международный рынок, но при этом мы очень стараемся продавать максимально качественную продукцию для вас, для ваших любимых и родных. По поводу развития нашего, я думаю, что в недалеком уже, надеюсь, будущем мы откроем еще больше своих точек, и будет не только по городу Душанбе, либо по Таджикистану, но и я надеюсь, что в других странах СНГ Нори тоже уже будет функционировать, будет работать. Мы не перестаем радовать вас, дорогие друзья, и запускаем конкурс, где каждый из вас может стать обладателем iPhone 14. Вот такую вот новую линейку Samsung Galaxy A54 или A14. Также мы разыграем купоны и сертификаты суши и роллы Нори Паназиатская. Вам всего лишь нужно собирать чеки с номерками, быть подписанными на нас. И уже через месяц мы разыграем эти 3 телефона среди тех людей, которые заказывают у нас суши и роллы. Подписывайтесь на нас в Инстаграме, заказывайте свои любимые суши и роллы, выигрывайте iPhone 14 или один из 2 телефонов Samsung
а я прослежу, чтобы все было хорошо.